Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии Аллела Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Масштабные события на повестке. Грандиозное мероприятие международного уровня. Рамзан Кадыров провел совещание. Какие вопросы поднимались, расскажет наш корреспондент. Легендарное подразделение. Специальному полку полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова исполнилось 20 лет. Как бойцы отметили круглую дату, смотрите в нашем выпуске. Народное гуляние. Сабантуй – символ единения, радости и дружбы, сближающий людей различных национальностей и культур. В регионе прошел яркий татарский праздник Сабантуй. В субъекте под чутким руководством Рамзана Кадырова реализуется ряд масштабных проектов. Глава региона проинспектировал строительные площадки и проверил, на какой стадии работы. Валентина Гусевская расскажет, какие объекты украсят Грозный. Глава Чеченской Республики вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым проехались по территории будущего района имени Владимира Путина в столице, обсудили ход возведения домов и планы строительства. Третий этаж, первый линия дома, восточный дома, проект шушаши, готовности мелкого, рабочего, материал, техники, продажи, проблемы, контролирующий хуш, мало лишь. Набычку был вошли проблемы от хабекан, ой ночи был бештак, Узбекистане, Таджикистане, ой босо бежри хабекан, еще был бешку, был вошли проблемы от продажа первой линии восточной халач, отдельно продаж халач, домашний, около 70% уже бешт, лавило хокейло, общий районе халач. 30 тысяч квартир, 150 дом. Цераха более 50% уже в продаже нам. Дукек исламский рассрочки олинаю. Нахмела этим босал бердина оришт хаусахуш. Да уцар инспекция мутузвока халбел дабуч масуавара бол хилетел хел поручение ценз бол дабуч мухош уже 4-й этаж учку. Хока юл качество хумата, кача самый современный домашний, уж цер мудо, что работает. Чисто первый этаж дальше холл, так охранник, чучуя, чем дома хош, это он чуя, так кюкштель метики, егош чуа, так цауавосал собордаши, цаул первый этаж дальше, дома есть площадка, что лучше, мела современная, лишь. Ayın porученицы и момент чайги, момент человека. Волкин дол келлаттатыр. Лазов ободол амражитыр. Волки. Это латта, вы белгадатна, цанки ихтадатан, элцерти хуш, сюда был беш мумишта. Ока домашний учега, домаш парк учега, парк что. Цуна планировать беш. Что-то я был доволен, да. Просто ну, цара 6 дней я был доволен. Когда лет хаиц еще, мы сердце коммерции, шбали сердце партина, дело тигр. Уж твой лет шесть где передать это, ой, шесть май реакция на царь. Новый район, ой, президент страны, за кто шах, да, как
kiirt подписать нирк إذا شكل على утвердительный إنز официально новый район. Да, беркати. Новый район займет площадь 200 гектаров. В чертежах и макетах учтена каждая постройка. Начали возведение с 9-этажных так называемых дубайских домов на продолжении проспекта Путина. Чтобы выполнить железобетонные работы на 2 этажа, требуется 1 месяц. Стройку разделили по секторам. Мы находимся на 6-м секторе. В этом секторе у нас строится 2 дома. Вот эти 2 дома. Сейчас залиты первые этажи на отметке -100. В этом доме сейчас армируется перекрытие первого этажа на отметке +4,49. В этом доме мы уже закончили перекрытие. Сейчас армируются стены и колонны первого этажа на отметке +4,49. Строительство идет в строгом соответствии с намеченным графиком и с соблюдением стандартов качества. Все надзорные органы и службы работают в тесном сотрудничестве. Район имени Владимира Путина будет расположен в центре Грозного. Это обеспечит легкий доступ к достопримечательностям и инфраструктуре города и сделает его идеальным местом для проживания. Пока в одном секторе уже видны очертания зданий, на соседнем готовят котлован. Чтобы построить дом в сейсмоопасной зоне, нужно вырыть котлован в 2 раза глубже, чем в обычном регионе. Дубайские дома сдадут в первую очередь. Они находятся на первой линии строительства. За ними уже готовят место для остальных построек. Протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров. Помимо 150 жилых зданий на территории будут объекты социального значения, такие как школы, детские сады, мечети, спортивные и культурные центры. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В городе Ойсхар состоялось открытие современного спортивного комплекса, рассчитанного на различные дисциплины. Молодые люди смогут поддерживать физическую форму и в комфортных условиях развивать свои способности в разных направлениях. Как прошла церемония, смотрите в следующем сюжете. Спортивных объектов в республике не счесть. Они построены в каждом районе. Однако совершенству нет предела. В молодом городе Ойсхар очередной повод для радости. Модульный спортивный зал ждет своих посетителей. Открытие оздоровительного объекта вместе с соратниками посетил руководитель субъекта Рамзан Кадыров. Местные жители, большинство из которых молодежь, собрались здесь увидеть уникальную новинку. Министр региона по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров обратился с приветственной речью. В ней он отметил уникальные детали объекта, возведенного по федеральной программе. Сегодня мы с гордостью отмечаем открытие важного спортивного объекта, модульного спортивного зала в городе Ойсхар. Строительство этого замечательного комплекса в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» стал возможным благодаря поддержке и авторитету главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Общая площадь объекта составляет 1536 квадратных метров. Здесь предусмотрены современные удобства, включая спортивный зал, административные помещения для персонала, раздевалки, гардеробы и кабинет врача. На территории объекта расположено футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками, а также универсальная спортивная площадка для волейбола и баскетбола. Этот комплекс станет удобным и эффективным местом для занятий спортом и центром для развития спортивных талантов. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров Далгазот Обалдольцин всегда ставил приоритет создания благоприятных условий для населения. Его стремление обеспечить гражданам возможность для занятий физической культурой и спортом является примером преданности и заботы о будущем нашего народа. Следуя созидательному пути Ахмата Хаджи Кадырова, главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем созданы лучшие условия для занятия спортом и всестороннего развития. Благодаря его мудрому руководству мы обрели уникальные возможности для занятия спортом самого современного спортивного центра. От лица всего спортивного сообщества и от себя лично хочу выразить за это Рамзану Ахматовичу огромную благодарность. С большим удовольствием поздравляю жителей Ойсхара и всего Гудемесского района с открытием этого замечательного спортивного комплекса. Желаю всем активного и здорового образа жизни. Комплекс представляет собой одноэтажное здание с примыкающими площадками для командных игр и большой беговой дорожкой вокруг. Рамзан Кадыров поздравил молодежь с этим событием. По его словам, в такие моменты он вспоминает время, когда в республике не было возможностей для занятий спортом. А теперь совместными усилиями здоровый образ жизни высокого уровня стал обыденностью. Футбольное поле,
Ja, tulkspos, Jerdon, Vujo, match, geluidshaler, Gatan Garashaler Don, Usboer Bacht, Adodi de Don, Ustabo, Hipox, Elozi, Shaler Don, Mosso Marka Guedon, Hiller Don, Spardzal, Hiliezi Tsardas, Ins delar Vietnam, Mosso Metadon, Ordina, Reconstructies, Le Keldajuel, Спортивный площадь, спортзал, Шудон, спорткомплекс Шудон, який спортивный объект Шудаjuel, что образовательные учреждения, что объекты здравоохранения, Юдон, Даиш, Дон, Метадон, Хульш, Кимаш, Мукдон. Alhamdulillah, Don, Dal Hassan Bodon is delar Vietnam, Noshi, Omia, Hillek Don. Där shit ma hig med väl på idag. Vi bakte ju stå i det på stort radon. Magic chu, projekt chu, skola chu, yasi chu, wish precis och det ska sparja så don. Ledare då är don. Särskilt chu don, shin. Higher hosha, shay trainer sha borg don. Amor då är don. When gust don, då så alla då vore don. Спортзал шадона, дин amo дошаш боршадон, шейтнештон, гигич ори галдакштон, царадон, буцал не мастрибештон, дин amo метигдон, хужарю, дин amo дин хиягам ладу метигдон, мәжгдон, фазалчувачтон, дисциплина, тренировкаю дон, ицишигдон, истиадон, аягитадиздон, баккенештон, зиморштагдон, хоккей, ауш, футбол, ауштон. Чуам метхва чи магатса мекштон, балетте шалердон, иншавери дон, лечвек, очвек дон, ахчендах дон, кулдон, генерал хорю, зарплат хорду, футбол алошвек дон, шин посом солуш так мавал дон, башхулят, ши кам ши мох адабти дон, кечлаг Jalole, Dalol, dat Jodon, Afcha, Lataleti Don, It's Don, Ringte Don, Shortishu Don, Hiams Bawula Don, Del Hiawula Don, Sharaza Dakansan Don, Dahut Don, Shidaga Dal Hastan Bin Don, Havestan Don, Veludas Don, Azo da Ahush, Genti Buwe Don, Delia Yawash, Mahtuach Don, Dal Hastan Bish Don. Dalce razu škobol dojel, dalcan ovo dojel, dec dalce kaja okildon, vaj am osobu zol nacan danas dješ budon. Tudi hor šaša jol napravljeni cidon, vaj astan bin napravljeni šbilgali jakaca jihdon, vaj šaveri gidon, molhalager čudon, šaveri gidon, dindijecke čudon, internet čudon, jaz mjeldinek don, is that's don hart hadish do don hart din ma'nash do quran don ish baqdu match don ish zubritin don ish dadu sta yaqish do khaz beich war don galdaqi don ish shay trouble shay day nan bala boy don dagit boda ser don sunde sport zale voshvek don shi don sportivne disciplina don aktivne trenirovke don shalech fojak pyramid baqar don da molashun üyüşteki oğlattordu. Aşağıda diş handon. Da bir tiyahı toya kadar çumel oçundon. Oçu travmat oluşton. Aşağı leren yapton. Deldo koç beşton. Перерезав красную ленту, гости открыли спортучреждение. Внутри все так же масштабно. В большом зале уже играют молодые ребята. Рамзан Кадыров убедился в качестве выполненных работ. Играть и тренироваться приятно с первых минут. Здесь есть условия для нескольких дисциплин – футбола, волейбола. А в данный момент здесь проводят тренировку районные сборные по баскетболу. Инвентарь, которым здесь пользуются, новый и отвечает всем современным требованиям.
Имам Мажидов вначале был футболистом, но, по его словам, тренер увидел его потенциал в бросках мяча руками и переманил для игры на паркете. Этим он вместе с партнерами по команде и занимается уже несколько лет, а условия здесь самые идеальные, признается юноша. ауыл болшуар в итоге вауан по футболу полный яйца ели воски был уже лоушуар ел хворх шуханью что спортаю лоуз волочебе спорт қайтам сағица а проблеме атверсен условия подготовки туниш хаяга мотивацию. На прилегающей территории Рамзана Кадырова ждали юные футболисты, готовые сыграть свою первую игру на свежей площадке для мини-футбола. Политик разыграл мяч с одним из маленьких талантов, дав старт. Все, давай, лучше чуть-чуть. Давай. Давай. Вратарь, помечал. Чё вратарь там? Спортсмены постарше показали умение на площадке для воркаута. Трюки в их исполнении выглядели не менее интересно и красиво. Пожелав всем удачи на работе и тренировках в спорткомплексе, почетный гость попрощался с присутствующими. Ахмад! Сила! Такбир! Впереди ребятам остается только усердно тренироваться и пополнять копилку национальной сборной новыми победами. Торпа Лолита Исумов, Магомед Басаев и Харон Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В регионе активно готовятся к проведению мероприятий межрегионального значения. Одни из таких – Бенойская весна и Кавказский инвестиционный форум. Об их организации и проведении доложили на совещании с Рамзаном Кадыровым. С подробностями Рамзан Абуев. До начала Кавказского инвестиционного форума осталось совсем немного, а подготовка идет полным ходом. Начиная с совещаний с представителями республиканской власти, Рамзан Кадыров подчеркнул значимость данного события для региона. Подробный доклад об организационно-технической работе по подготовке к проведению мероприятия представил вице-премьер, министр экономического и территориального развития Рустам Шаптукаев. Республика Докудон, мероприятие Шуештон, Шавиги задействованы. Шаулча, Ларвашудон, Кидон, Хлиш, Болидон, грандиозное мероприятие Шудон международного уровня Дон. Сон Кичмаш, Мубешпу, Шептугаю, Крацедон, Кифодон, Кичем Мубешдон, Ларуш Шудон, Твоегруна Осалдиздон, Доздадон. Это беспрецедентное событие, Рамзан Ахматович, которое благодаря вашим личностным качествам, вашему авторитету свершилось все-таки на территории нашей любимой республики, в городе Грозном. Событие мирового масштаба, международного масштаба, на самом деле, более 5000 гостей предполагается. И мы хотели бы выразить вам безмерную благодарность. В соответствии с решением руководства страны о проведении Кавказского инвестфорума в Чеченской Республике проводится вся необходимая организационно-техническая работа по подготовке форума на самом высоком уровне. Для реализации мероприятий в рамках молодежного дня форума и по другим вопросам существует 11 рабочих групп. К настоящему времени в рамках функционирования указанных региональных структур при взаимодействии с Росконгрессом и Минэкономразвития России проводится необходимая работа по всем основным направлениям. Необходимая работа с учетом представленного технического задания и соответствующих рекомендаций Росконгресса,
также проводится в международном аэропорту Грозного и НЖД вокзала. По культурно-развлекательной и спортивной программе проведена совместная работа, обозначен формат подготавливаемой регионом программы, определены ответственные лица, необходимая работа проводится. Также обозначен общий контур и определены ответственные лица с обеих сторон. По вопросам привлечения к участию в форуме представителей органов государственной власти, бизнес-структур России и зарубежных стран, также необходимая работа проводится, в постоянном режиме подготавливаются и направляются письма за вашей подписью, Рамзан Ахматович, и, соответственно, Александра Валентиновича Новака. Приглашения от имени Федерального организационного комитета были направлены 2901 представителю российского бизнеса и 1624 представителям иностранного бизнеса. Всего приглашено 5300 человек, участников форума. В целом, мероприятия, в том числе определенные Федеральным оргкомитетом в рамках протокольных решений, а также обозначенные фондом Росконгресс, тех заданий, представленных рекомендаций, выполняются регионом в полном объеме. Деловая программа будет включать несколько десятков мероприятий. Центральным событием станет пленарное заседание. Выполняются строительно-монтажные работы, на некоторых площадках идет подготовка национальных подворий. Ожидается насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программа в рамках молодежного дня форума. В этом году программа форума значительно расширилась. Она включает в себя широкий спектр вопросов. Организаторы отмечают, что повестка будет интересна предпринимателям и инвесторам, которые ценят высокий потенциал региона. На своих участках чиновники должны максимально ответственно выполнять все обязанности в рамках подготовки к важнейшим событиям, не делегируя их другим, заявил глава республики. Особое внимание необходимо уделить протокольной службе, которая несет ответственность за координацию гостей и не должна допускать проколов и курьезных просчетов. Addig balvésal satszendon, helviesodon, Uzbekisztáni vancsándon, cér protokoldon, csodon, balbésírdesdon, masszul metjedon, si hendakácserdon, si merepráti csekmajelen, si hendon, hogy merepráti csekkács davigerodesdon, obséhaszon, nagrus kulcsjegyzerdesdon, jaki merepráti szkejt tajobacsálsvosdon, amicsávúcausdon, amicsvávizetcausdon, protokoldon, szavulánávasdon, bosdon, masins damicsritjenetcausdon, bőhhős palkívósoldasdon. Цендел уйдолч бяхнештона, мосудон, шиши мета, ответственнодон, отнести до дишт мусарадон, так основной был ещедон, сандинаби ирбаца духбешдона, кивчек ялцдон, абьешбешеш, самодак аудон, вой культурадон, история традициядон, йозайозич, я бабай пизмасера, я хорнадон, кацалуш, малцалуш, баба пизмасерадон, дамуладон, чунахой беркатредуал, доктишдуй дон, уже ирдон, ойдолча политический дон, экономический дон, уже док плюс дон. Еще одно крупное мероприятие, которое состоится в ближайшие дни – фестиваль народного творчества «Биноевская весна». Он проводится с 2015 года с целью сохранения культурного наследия и привития национальных ценностей у молодого поколения. В этом году он посвящен 230-летию выдающегося полководца Байсангура Биноевского. Программа включает в себя множество мероприятий. Отчет о подготовке к этому событию представила первый заместитель руководителя администрации главы правительства министра Хадижа Кадырова. Важное мероприятие. Биноевская весна дон, Амадаж дона, Далаз Роколдон, Халхавел Суарни, Бурен Сагалиар, Уэдолча Таган, Маршу Харязер, экономический дон, форум Ширязер, Хейши Борбазер, там Мерш Дагар Харидазер, Уэдолча, гостиницы Чена дон, и гостиниц Хундюд дон, ресторан Хундюд, Милуору Бош дон. Хелердец Хинсдон, Чуа, Селансамбор, Шакаба Таинабо, ресторан дон, заказ Сахульшегант, Зудиалодон, Оцелдон, загруженностью, что он, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, дон, потребность Йокуюдец, дон, Цугой, дон, Вайдолче, Швартбош, Хейши, Хелери, Вай Республик, Масана, интересно, Хелери, Вай первую очередь, Вайдолча, безопасность, Хелери, дон, Вай Хаш, да, Хаз, Хилкст, Ивич, Хелери, дон, Гойд, Хи, Сода, Кадиз, дон, Вайтан, Биноевская весна, Кьолдон, горная территория, Ешон, мероприятие, что она, Вай Добзитер, Вай Добзитер, Богудон, Вай Дай,
بوزيتر بيد دوزيت قويدون سعدونا خديجة دوش تردويدون مو كيتشن بيش بدونا بنوس كبيسنا دون وش تغير بدون حقا كيتشن خيل يشدون. Ежегодно мы проводим фестиваль народного творчества «Биноевская весна». В этом году мы планируем провести праздник 3 июля. В рамках фестиваля планируется открытие Биноевской участковой больницы, парка и мемориала имени Ахмата Хаджи Кадырова, открытие школы после капремонта. Также проведен фестиваль национальных игр и концерт театрализированное представление в честь Байсангура Биноевского. Минсельхоз Чеченской Республики организует сельхозвыставку, а Минздрав Чеченской Республики диспансеризацию. Также запланировано мероприятие, как конкурс часов Корана, выставка картин молодых художников, конкурс по истории Биноя «Биноевская весна-2024». При выездной проверке было поручено проложить дорогу на место проведения мероприятия. Завтра планируем вторую выездную проверку, посетим все объекты и проведем генеральную репетицию. Беги задействованы бубол, табючку, да, мероприятие хасчекерю, адуактешти. موقع أجدانا شغل دان منیستر شغل تنمت گل دانا تنمت عشق داشتن چون سپورت عوی کلتور عوی وجه دان اشی نشبول چادان گور خاک شغل دان منیستر سیاسی گور خاک شغل ویز دان سپورت عوی سپورت خدیویز دان دیسپنزاسی شوی تیگه ویز دان شیشی مت عروش عبشی دان سان گل دانا كوتشكاي دون تياتر انسان دون داهوت دون حوش عشوي دون شاولش متع دون شيت بولش سموع دون ستانيو دون سير دون قوس مع دون شايو عداء لوش دون قيز دون باشرين شيش دون دواء دون قيحر دحر خير حدود بوش دون ميلا دون شطب بينتريسني بولا دون سيادوش دون وای دان شده شیت هنم گلویه دانه دو میره پرایز شول دان ایشتی هاوش سان هاوش سال دان زریتل دو گوگی هول سان ایش گوش سال دستان ایمن بلد تیش بالنه دانه تر ایمن هنگ حجوینو گوش حجوینه حول حقه فين الشوق حجر وادستان حالا سن دان سپورتی حجوینو حول حقه دان مت کیو دان مت حجر وادست کنسرت حجوینه کنسرت حجر حقه وادستان هورن بی ابی نهدانه شیشی مت اشتن پلاشت کش دقیقین سالچیش دو گوتی داشت چویش خود سنس ها گوش مات سال دستان ایزدان حجر دان حلقه دین دان چوش دین دا هو اینترس ندان علی دستان حق نپروت ویشش دان داخل تو شورن شیشه دان مت کجاست بگل یقیری دستان زمان دستان بال باید دیز دستان دو گوتی علاوه برش دان عنال داشت دستان ایتان یولان دود لدالیش بین دان تازن عن عشرات وی دستان یه دوش گنر سگ گور سیلویتم گوری تازن داز قیت عن گور داشت همه دستی دستان شش سنی اورچارد اوچاسود دوش حدلو دان جلایش دوش اوچاسود دان درم گوش بال گیرو اشال لچ ولا دان جلایش اوچاسود دوش دان تام بول جوی حدیث میره پریتی دستان تو از تام دیگالش کدوم اینیل میره پریتی دان یه سال سامونیت سال دستان سوحوود عوض سموت يحوت بلبل شابري شيدون دعجة دعجة هو ناخذ داس دون دا يقلا ولدون دوال بقى دون وقت دول نستني وهو داس دون شيشي متى شيشي انترست يولي دون so se samo odločil, da špenek šije samo odločil, viz vaš šije samo odločil, viz so nam sedi dan sveopši praznik ljudi сега dan. Da sun alqetan bolchardon istoriju serudat dan samo dol awadon sun mella qetu qewara dan бог баряхдона мела дози тискlas валилорстол халдон. Руководитель региона также дал свою оценку жалким поступкам горе-провокаторов, сидящих за границей. Предав чеченцев, они служат иностранным спецслужбам и неуклюже пытаются дискредитировать наш народ.
إنسان تنوعه دونه تلفون يش صار جاز يدرسنا سلوك جاز بودني أنت عدونه جاز مدون تنام از بايدن شروع جاز جديش بايدن ندرسنا تن تلا هوردات تندون شادونه و ویتس پرمیر تلفن تو شیخت درشی بو حالت بالنخ شیلر حالت بالنخ اش هون لات خط وال شویدان اش حالیت دنگ سو اش حالیت انود دانه روس گواردیو دستان اش دانه ترکیه دان مستفین استان احجالوش دانه هوت احقلن گروپ دستان شيء حلب والناح بوشتان ولايات كوكازيو اميرات كوكازيو ويدان اتشيا دانا كيتلو شو تبوشتان كيجي بير تعيش ريح بيك بوشوت تعبش او بيك بوشوت كوي دان بيك بوش نتانيو عامل كي تابوش كيتش مشياتشتان استابو اسحاليات بوش داس سيلو استركتورا واتشن خط دان تقول دانه حمد لیت اسانجو پلو اسلیت بوش دادن اسلیت چوبو کربوش لیت بیر بوش دادن استرایو عن سومک اسیت داد چون قی یزنش و سومک نش قی دزنش بریلانش دو ساعتش دو قی تولش و ماشینش و تین وش دو هم مایت عایش دول تقوات عینین دول تقوات عدوزل دول تقوات حدیم اقوات تقوات دان هم حاطن سومك أنا غالياً سوقير وشودان الصيدان وحصلش أصديش دلتين وشديد أسخياكشل دان ماشين شوية قرية صدقنا ده خير شو ديل واشدان أحسب أحشي دانه سبيتسلوشنا مسرنا أزميل باقش بالكوك خشبان فرط عيدات هموت سبيتشي دانه منيبق مايرل دان هموت سبيتشي أحسبيتشي مسر بيتش بانه موت بيتش سبيتال نحبو وحوجين هور عيد لعب موت بيتش نحبو وحوجين دان أعمل باقن كوك دابيوش دان استريبيرشن دان سيكر ميلي أنشو أوجيتولك بيتش دان دي أوجيتولك أيو داس دان نتون دل حادق حجازي داس دان حيود شيء سمية الله حييش دانه يحتاج يدرس حييل ويشير درس حييش يحتاج يدرس سمية الله درس حييك يتيش درس. Хранительницы чести. Женщины в чеченском обществе всегда уважали, почтение к ним воспитывается с самого детства. Однако находятся горе-провокаторы, которые, чтобы оклеветать и очернить авторитет власти республики, идут на все. حيشي سورت شلون حنقيعة عند سورت شلون عايش دقدا دايتي دون تبقى دون تبز دنيا جوافي شورا دقل حان عن توبتو يشرا حويبا عندش إسحولت دون حيدوز الباقي نخل جاوي حيطولت عس تقل يبيل يحتقي شوال حيطولت حيبت تلفزيون شو دون واحد دون يوتيوب شو دون خبر ديس يحيي شو هم يحيوا شو هم حويشي دون هلاجي حديد دون هم يدون سيداري دودس دون اسبيغانش دون اسحليت سابانش دون لازم بربان لازم شبوكر بان عن لوج متي دون جاجي ودون او نيوي ناتي ويسي ودون عن لوج يوي دقيق دي رمزان سيبارا داس قيديا اش حالات شي وقالون دلاش دوش شي مسومت بلاجينيش حالات سيتيت اعبال جناحش مسومادوش شابير بلاجينيش اوردين رسليدون شيشلون دعوش بولبش چوبق نابانش داسون هون مستفينوس دون قلن جروب يعني داسون إيشو قادون أوجيج أو بيحكينك دون في بريء سردني بيحكينش بود أق بيحكينش بود إيش دونه تعام عيها تون تاج دون إبكي بيرش دون ليدويش دونه تان لدون حلبوي جام بريتشرش قشرش وقان دون إتشرش دون خينش توش چوبوكر بوش داس إيش دونه نير بيرشن إبوابين داس دون إبوابك شغل بورش باب ديك بال داس دون إذا سان جواب دل دون إذا سان جواب دون قد في تقول عردون لحويش دون سي حال دور ترى أعمل باقش بالكوك دون خوش مهون خا دون حسن جلهم يه problem ديوت سي داس دون لا يه تجيت دون داس دون قاعدون عين يقي اللي الخان يقري وعداس دون سوا شورت داش دون يلا داس دون حسن جلهم اشتغل داس يلا دان يقلوش دون مصو كيبر دش يريوش دون أحسن يريوش حسن جلهم مش يلا يتل دو أحسن داس دون إيس سايد ريدوزر شن دوخش دون داس دون دا ولا مصو متعرم زان شيء أوت أحسن دوباره داس دون شاتولك بيتيت دوت باره داس دون سمكة دون
يزنك بارا مهر دزنك بيتا صح دزنك بيتا عايش الميش يورهم شو داستون سون أوت يور نشتالي لوتسا داستون قيزنس دي لوتسا داستون هو عنا هون لاحظ انتريس على يلحظ أصلا ميش صح سوتش ده دام بس ما دانه هذا كي جوت شو دان زدرشي دان سومكني ميش دي عوالير شو دان بس عن سنك شتايا تريان فلس عشان ده على ده عن سكينو تريان شقيس ده عش ده دان كي جوت شو ده دان رازت داك شو ده دان زدري مليار ده ايو دان جوت شو من سنك شوش ده. В рамках кадровых перестановок глава субъекта предложил на пост секретаря Совета безопасности Хамзата Кадырова. Ранее он занимал различные должности помощника советника Рамзана Кадырова, главы Курчалоевской администрации и вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений. А администрацию Шаринского муниципалитета возглавит Турпалали Ибрагимов, который занимал эту должность с 2012 по 2021 год. Вместе с тем политик поручил сменить начальника отдела МВД в данном районе. Начальник милиции дон حاجة دون شيلر دون صاربيش وقرو داس غلوا ريونا دون قبوا الله بوداس قال دون إبراهيم هو غلوا دون شلينسكي ريونا دون هوت ورو داس دون تيجا دون شيلا دون سا دون نيزوج شيلا دون نوتشي شوا دون ترليلش تقلويش واس دون سر ترليل تقلويش واس دون سن ترليل رجع قوات قياسن دابويت بيز داس دون هو غلوا ريو ناخ ديز начальник милиции ناخ ديز داستون مسوت ناخ ديز министерство ведомства получан хадис шебел дадон худо датстон еще параллельно вольгот на дон шей это было больше гергер бош сагер шей ахнш хавиш ашнах будастон зуцара дон при дон даворит бегердош будастон es даворит алириш замтовит не при даворит алириш дастон даворит мегердош рустон чувак ешум шудастон und da shi don nis no diabolo dastон шаш долч метадона зуцара худот сауш ашвол дон главаре она начальник милиции эди هذا بلح بالناخ إيش دانا إيش بزدلنك شو داستان إيش سون تيش متساقية داستان هاوس داستان كنا جانك ميليتسي حاجة دان بوله مالده وش دان دیگه دان چیه حاجیز داستان چیه ویک دان قایق تو میر تو دوینا داشون دان نیویورک دان اشیب کیال نشیگر داستان چیه دان قیش دان دیابا قیدان چیه کنه حاجیز داستان کلس کوی صوبیز حمزت کدر او داستان دیابا دان با باید بیز شایگی دان парламентные силовые структуры, курировать я векте бол му без сун справку вот то что он бол беш вот массу мадан шадриги дан караду yok должность дать должность правильно использовать что она яки возможность шаги и шадил может мелдол экология бескачал дан безопасность дан лари еще даст дан تندل يا دينا بوسادون مسودون متى هو ريون السويشاني شيشدون هو ريون هو مسو متى دون شابش هوش بيتشون تاع بوهيوني سامبا بيزا بيشانش بكوي سامبا بيزا سون ريسبوبليكا تاع دين دون سيرو ماتيرياليتي شاتون دون سيرو ماتيرياليتي نوي دون تاع سرازي سبورتسين داستون داراتو بول دون نيو نارايت بول دون تلفزيون شو خبر توش بولچان دون سود دانه سوقیت داخل چند دانه تایدیتن عربی دلاز و بالدوی دان خال حلوک شایعه دان خال آن تعم کوی نداد شیء چوه دان شیء دوزن دان تعم یوش داشت دان ویش فل دان تگ دان دوز لقوسن عشول تگ سون تگ زغیت دست دان زودری دان تیالومش میش وچ تیال ات میر وعیران یلشل هم نود امیال دیشل هم دانه التغيير شو التغيير سون داستان إيه دان سون دابو داستان أموتو شو داست خاص حيدقة سون وبعد شو داستان إس سنت تنا وبعد خلنا بيرش خلتي سون إيش يوتي ترياتر تيو ترياتر داستان قي خزنك تولج حين خلع دان جح تنيوتشي خلع على أس يوتريان داستان حينش ميرش انترسوات تشتردو عداستان حين خلع دان تنيوتشي خلع على أس إذا يتسايت سن دالوريان داستان
Команда Кадырова работает усердно, стремясь улучшить качество жизни людей, построить более процветающее и мирное будущее для своей родной земли. А жалкие попытки некоторых помешать этому тщетны. Рамзан Абуев, Моусар Хаджиев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». 20 лет примерной и результативной службы специальный полк полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова отметил свою очередную годовщину. Сотрудники подразделения доблестно защищали наш регион в самое тяжелое время и внесли значительный вклад в борьбе с терроризмом. Свой профессионализм полк в очередной раз доказал в зоне проведения специальной военной операции. О торжественном мероприятии в следующем сюжете. Поздравить сотрудников специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова со знаменательной датой прибыл глава региона. Генералу-полковнику отрапортовали о построении личного состава. Товарищ глава Чеченской Республики, товарищ генерал-полковник, личный состав специального полка полиции имени Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова на торжественное мероприятие, посвященное 20-летию образования полка, построен. Докладывал заместитель командира полка подполковник полиции Ашаганов. Вольно. Вольно! Салам алейкум! Специальному полку полиции исполнилось 20 лет со дня его образования. Несмотря на тернистый путь, силы его только крепли. Сегодня это один из самых прославленных, узнаваемых и приковывающее внимание подразделений. На счету спецполка более 5000 контртеррористических и оперативно-профилактических мероприятий, 1805 массовых мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, большое количество раскрытых преступлений. Именно полку удалось уничтожить последнюю ячейку террористов на территории республики, а также последнюю группу бандитов в 2021 году. На торжественном событии для почетных гостей представили ролик, рассказывающий об истории подразделения. Сегодня в жизни специального полка полиции имени первого президента Чеченской Республики, Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, МВД по Чеченской Республике знаменательная и юбилейная дата. Исполнилось 20 лет со дня его основания, в архиве которой полна ярких примеров мужества и отваги сотрудников спецполка. Проявил невероятный героизм и патриотизм личный состав под руководством командира Героя России Замида Чалаева и при участии специальной военной операции, куда они отправились с первых дней ее проведения. Бойцы внесли весомый вклад по устранению неонацизма. На их счету легендарное освобождение Мариуполя, Лисичанска, а также более 30 других населенных пунктов Донбасса. Выступая, руководитель субъекта сообщил, что от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова семьям погибших сотрудников спецполка получат по 500 тысяч рублей. Дорогие товарищи, я поздравляю вас с 20-летием создания специального полка полиции имени нашего первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подразделение изначально создавалось для решения самых сложных задач по обеспечению правопорядка и безопасности республики. Эту ответственную миссию нам доверил наш национальный лидер и верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Это непростое время, регион был наводнен незаконными вооруженными формированиями, а люди не могли чувствовать себя в безопасности даже в собственных домах. С риском для жизни вы стали на защиту Отечества и самоотверженно боролись с международным терроризмом и организованной преступностью. Вместе мы добились мира и стабильности на нашей земле. И сегодня бойцы полка стойко и мужественно трудятся на пути Ахмат Хаджи, защищая нашу страну в зоне специальной военной операции. С самого начала СВО ваши решительные и эффективные действия позволяют нам успешно противостоять врагу и обеспечить безопасность на освобожденных территориях. Не раз на полях сражений вы показывали примеры истинного патриотизма, героизма и профессионализма. Уверен, что вы и впредь будете хранить верность присяге, защищать Родину и безопасность наших граждан. Желаю личному составу полка крепкого здоровья, благополучия и успешной службы.
Полк действительно самое трудное для нашего народа время, это первая просьба президента, полк квалита, республика Ахмад Аждалас, область Тавальчина, амнистированный, духу, нахбар, сразу, обзорный, шейт наш, ардолир, хинц, амнистированный, чубух карбу, цель будущее, ФСБ, харбо, вожбо, бош. Через минуту, даже уже сатящий объявили, первый запрос президента, хошка чул, когда бен чул, элек, амнистированный чаб, полк квалитлар, лично под руководством президента, квелнаю полк, Слушал от начала до конца, полк квелн, ялац, шаг контролирует, квелнаю дать, Soldaten, Würstel, Gersdon, Wayne Madias, Gersalit, Latuadon, Bypassalit, Technica Halit, Aldon, Mosu Ushmeldon, Latadinadon, и мы не подвели нашего верховного главного командующего. Дал я объект Киевель, дал Дона, вы Дакалан, вы Навости, Азот, Шкобалдуэль, дал Лазинче Чонч, Деалуэль, Суншун Юц, Абаркалдерес, Халадон, Дака Шудон, Командирш, Хислуш, Хиладон, Дака Шабершидон, достойный командир Шалдор Эстендон, Замедин, Баркалдерес, Халадон, особенно Дон, Ашдона, Мариуполядон, Лисичанскадон, Долчина, Якетен Цедон, Ашхельдол Кадона, Угри Хал участок Юадона, президенту Дон, министр обороны определительно участка Дон, Аш Цигар Хельдол Кадона, Суншун Эстен, Баркалдерес, он дает Цигар сам Дона, основной Дон, масса сил Дон. Сосредоточен не только украинский, натовский Дон, Цигар Дон, неравно в боях один Дон, 10 до даже 20 Дон, Арамекш Дон, Аштон, профессионализм Дон, доказать передать Дон, дух Дон, профессионализм Дон, важнее Дон, чем количество Дон, Аш Цигар Дон, и шейт на шее, Мугрехисан Дон, подвал чую, как солдат сдать сада и передать Дон. После этого Дон, переломный момент, передать Дон. Daar het больше, daar moest we очень лардойл дон, daar мола, когда дон, вы это задачу скотче, что на, вы когда хавю году, daar дон, юарон лардеш, вы арбякания, чекбокс, юл цадакер мерши дошли туэлдо, daar мола вы накаланчан. Заболчана, там дебилгал док шорана, по 500 тысяч рублей, ахсенс дон, лурдуэй, фонда билгал дякан дон. Daar het te worden, maar ze daar moksmers heel door doen. Ахмад! Аллаху Акбар! Глава региона на плацу вручил государственные и региональные награды отличившимся сотрудникам. Медаль за отвагу были вручены 3 бойцам. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены медалью за отвагу лейтенант полиции Абубакаров Салман Адисович, лейтенант полиции Яхихаджиев Адам Нагиевич, младший лейтенант полиции Хамзатов Сулейман Шерваниевич, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Наивысшей награды региона ордена Кадырова удостоились 3 сотрудника. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги в деле защиты интересов Отечества, безупречную службу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга, награждаются орденом Кадырова подполковник полиции Ашаганов Артур Исмаилович, старший лейтенант полиции Зингиев Зелимхан Алиевич, старший лейтенант Арсанукаев Асламбек Рамзанович. Высшее звание Чеченской Республики, Герой Чеченской Республики ОНАХ присвоили 6. Присваивается звание Героя Чеченской Республики ОНАХ полковнику полиции Уцмигову Мишеду Джамбековичу, подполковнику полиции Кучигову Исламу Исаевичу, майору полиции Даудову Майрбеку Хизаровичу, майору полиции Бердукаеву Алихану Алимхаджиевичу, майору полиции Таймусханову Исе Ахметовичу, майору полиции Кучигову Илману Мухайтовичу,
3 человека получили медали памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики. Медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, награждается полковник полиции Назаев Зелимхан Шамилевич, подполковник полиции Арсаев Лема Владимирович, подполковник полиции Дахуснукаев Алихан Усманович. Замит Чалаев поблагодарил Рамзана Кадырова за постоянное внимание, поддержку и отметил, что весь личный состав полка готов неустанно трудиться на этом благородном пути и защищать Родину. Зарплатин издоч дохер амад عشان دقائقين شانها تن أوليغتنا أربل بول أنتيبو أخ تنا شاش ليلوشتيج ديل دوهي دوش شاش ديشتيج دوهونا وي أومن ويش دوية شاش نيس نيق دي عبوي تان خا ديل شورت ريزولتات شينا أخ تم دعبخش اسوا شاش أربع خنبالين ديل ده بويخوش وينو عداقل نشبو داقل نشي مثل دار غازوت أوبل دويل ليزي نشبو تشينش دال بيركتيل ولا شيف تغنى تكون يشل نماني أحداقش دول ساغا أحتون ميل نماني يو إتون خاش دو تون إتون خا هون بقول دعال بركل دو هون توي ال دو دات تغن ليش دينا أحتدلن دول لبوي ديقرة لبوي مهتد عادهن شق دقة مصو أور إيمن توجع دوتش دول جيرش دع مصو أور يشق دق توكيج دون دال غازت أوبل دول أحمد حاجي تسيهو بولكن خيلر توني دوق دوزل دو تغنا خد عيولش خانا لبوي رمح لبوي خان شوها ألدول ديقر شق داق توكيش دوق دال أتو بول دال يوق عن بول هون دال ريزي خلون دال ساعدول أحتون ميل ديال وشتك أحمد تكبير. Главу региона наградили памятным нагрудным знаком 20 лет специальному полку полиции. Приказом специального полка полиции имени Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова МВД по Чеченской Республике наградить памятным нагрудным знаком 20 лет специальному полку полиции главу Чеченской Республики Героя России Кадырова Рамзана Ахматовича. Командир полка Чалаев Замит Алиевич. Турполвахид Солтахмедов служит в подразделении более 10 лет, как и все, участвовал в специальной военной операции, гордится, что имеет возможность стоять на страже порядка, находясь в числе личного состава спецполка. Ахмад Хаджи, но да, кахиягар дазал доктор. Когда кахиягар любой приказ делал, ой, главный командующий ходил коуч да рейс доктор. Руководитель субъекта регулярно поддерживает подразделения, принимает активное участие в деятельности бойцов, в том числе спортивной. В этой сфере они имеют значительные награды и невероятный успех, а также профессионализм, который они доказали на международном уровне. Для каждого сотрудника Рамзан Кадыров – это надежная опора и мощный мотиватор. نقردي تياشتاق ديل ريس خل باتشنا دال دوقوا خوال دال عال شوال تون دوقم دوقا يشتو تدم بيش يشتي ساعات خل دات كوزا قاهيك. В завершении глава региона ответил на вопросы военного корреспондента ВГТРК Сергея Зенина. Вот скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, основной секрет успеха полка? Полк создан с теми людьми, которые реально вышли ради народа, ради религии, ради республики.
у них не было задачи получать зарплату. Они чисто вышли защищать свою республику, свою яду. Поэтому у них всегда получалось. Получилось у республики, получилось и на территории СВО. Рамзан Ахматович, конечно, всех интересует, когда полк вернется на СВО. Когда будет приказ Верховного Главнокомандующего, когда Мариуполь был основной объект, президент сказал, надо забрать Мариуполь, нужны специалисты. Мы сразу выделились, неравные были силы, но мы доказали, что мы больше, чем НАТО, готовы. И этих крыс мы уничтожили, оставшихся загнали в подвал и заставили сдаться. И нет проблем, и остальное то же самое сделаем. Знаете, хотел вас спросить, вот все-таки война закончится, и она закончится, конечно, нашей победой. Когда эти парни, спецназ такого высокого уровня, вернется на родину, что они будут делать? Дальше будут готовиться, всегда нужны люди, которые будут защищать свою родину. Когда знают, что есть люди, которые готовы защищать свою родину, туда не лезут. А когда знают, что там нет никого, только природное богатство, там всем интересно. Поэтому в нашей стране должны быть патриоты, которые никому не будет интересно лезть. Однозначно мы победим. Или умрем, или победим. Другого нет. Даже мурашки по телу пошли. Я поэтому и спросил вас. Как не победить? Мы столько вложили, не победить. Слова у нас не должно быть. Мы задние выбросили скорость, только вперед. Огромное вам спасибо. Рамзан Ахматович, я не могу не попросить вас. У меня на 15-летие медаль. У вас на 20 можно с вами сфотографироваться. Что вы хотели спросить? Поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Под собственным лозунгом в любом месте, в любое время, любые задачи. Сотрудники нацелены на новые вершины. А самое главное для них – это сохранять мир и покой гражданам. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Магомед Ахмадов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». После торжественного мероприятия, посвященного 20-летию полка, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Семьям сотрудников специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, погибших при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, передали по 500 тысяч рублей. За их плечами было множество освобожденных населенных пунктов, мирных жителей и ликвидированных противников. Родственники выразили благодарность за поддержку и память о героях. مسند إرساخ ويلأجداق نصار أجمال يلوك دا ميلي ديلي ليولي ديلي دا سار دوالشو شو توق حجرنا تطيرقو يرنا دا الله دير يسخيشو. После официальной части члены семьи почтили память о погибших на мемориале. Рамзан Ахматович, غازوة داخلهم было, ويجيشنا مثلا سيسميش по 500 тысяч фондера, أخشتايتنا أخ إتوضح ليش تأتي أحريد وألا تخيط دال ساق دولتي دال دول دا إيش تكون ويشن حاجة ويمخ حمل ولا ردين ويشن حاجة دال دقوة ويل.
Делегация из Республики Татарстан вместе с официальными лицами региона посетили мемориальный комплекс славы имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По традиции чиновники возложили цветы к обелиску первого президента Чеченской Республики. Гостям была проведена небольшая экскурсия по территории, благодаря чему они смогли узнать больше о личности национального лидера и познакомиться с богатой историей и культурой субъекта. У каждого народа есть свои герои, свое место, к которым приходят, преклоняются, гордятся. И практически каждая официальная делегация, которая прибывает, должен пребывание в Чеченской Республике, в столице Грозно, начинать с этого протокола. Вот мы тоже, руководители по всем направлениям, главы района, министерства, мы, общественники, еще кто-то приехал отсюда, начали это сделали. Пусть артисты там раздеваются, переодеваются, у них сейчас своя работа. А вот от имени всей республики, от имени Руслана Андреевича, правительства с большим уважением относимся. И спасибо за все то, что сегодня мы все вместе организовали. В центре Грозного развернулся настоящий праздник красок. Татарский Сабантуй прошел насыщенно и порадовал местных жителей и гостей региона. Как отпраздновали народное гуляние, расскажет мой коллега Рамзан Абуев. На Сабантуе в Грозном гостей встречают традиционными татарскими угощениями, национальными танцами и песнями. На центральной площади устроены колоритные дома и стилизованные подворья, где вице-премьер Айшат Кадырова ознакомилась с удивительными традициями татарского народа. Ей продемонстрировали свадебный обряд, церемонию именоречения и национальные блюда. Затем Сахрасин 120 лет тому назад написал труд Махшур Хатундар, знаменитые женщины, которые у нас внесены, и женщины, пирамидерные мамы наших пророков, и, так скажем, дети, все женщины, которые внесли вклад в развитие общества, их запечатлел. Это книга у нас на татарском языке и на факсимиле. Праздник посетила и первый заместитель руководителя администрации главы правительства министра Хадижа Кадырова. Она ознакомилась с татарскими обычаями, также привязала ленточку к дереву желаний. Театрализованный пролог на Сабантуе посвящен историческим корням праздника, соединяющие славные традиции предков, которые приумножаются современниками. Был показан сенокос и древние обычаи сбора подарков для победителей народных игр. Сея зерна традиций наших и бессмертных народных основ, бороздой через жизнь и судьбы распахав истории пашню, сеет время в потоке будней, хлеб добра и надежды наши. Четвертый акт постановки называется «Мост дружбы». Актеры поясняют, что Сабантуй – это не только праздник, связанный с завершением сева, но еще и встреча земляков, односельчан и друзей. В ходе беседы один из них предлагает отправиться в Грозный к братьям. Все происходящее сопровождается национальными музыкальными композициями и танцами двух народов. Вместе с тем в течение всего выступления звучат речи двух лидеров. На празднике принимают участие также представители республиканской власти. С церемонии поднятия флага Сабантуя стартовала официальная часть. Приветственный адрес от главы Чеченской Республики зачитала заместитель председателя правительства Айшат Кадырова, в котором политик отметил, что Сабантуй символизирует самобытность татарского народа в многонациональной России. Добрый день, дорогие гости! Мы приветствуем наших братьев и сестер из Республики Татарстан в Грозном. Нам приятно, что такой колоритный национальный праздник проходит на чеченской земле. Позвольте мне зачитать приветственный адрес главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Уважаемый Василий Гаязович, уважаемые организаторы, участники и гости всеми любимого татарского народного праздника Сабантуй в Грозном. Рад видеть всех вас в Чеченской Республике. Сабантуй – это один из самых ярких праздников с древней истории. Он символизирует уважение к труду, впечатляет красотой и самобытностью татарской культуры, напоминает о богатом духовном мире нашего братского народа.
Каждый год Сабантуй сближает представителей разных национальностей, несет в себе атмосферу радости и гостеприимства. В Чеченской Республике проживают более 1200 татар. Они активно участвуют в общественной и политической жизни региона, представлены в Совете по межнациональным отношениям и в съездах народа Чеченской Республики. Кроме того, у нас уже многие годы действует Татарский национальный культурный центр. Чеченская Республика и Татарстан активно сотрудничают в различных сферах. Большой вклад в развитие этих отношений вносит дорогой старший брат, глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Талантливый руководитель и видный государственный деятель, с которым меня связывают дружеские и братские отношения. Несомненно, такие мероприятия – это часть государственной политики нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина по сохранению традиционных ценностей. И мы будем стараться, чтобы они стали доброй традицией укрепления дружбы народов нашей великой страны. Я благодарю организаторов и участников этого замечательного праздника и, конечно, наших дорогих гостей за визит. Желаю всем счастья, мира и добра. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Дорогие друзья, я присоединяюсь к теплым словам приветствия главы Чеченской Республики и желаю нашим народам мира, благополучия и процветания. Пусть Чеченская Республика и Татарстан всегда идут в ногу со временем, сохраняя и обогащая свою прекрасную историю и культуру. За вклад в развитие и укрепление межнациональных, дружественных и культурных связей между Чеченской Республикой и Татарстаном и организацию праздника Сабантуй Ашат Кадырова вручила почетные грамоты и благодарственные письма главы региона. Награждаются почетной грамотой главы Чеченской Республики шейх Разиев Василий Габтельгаязович, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар. Нагуманов Тимур Дмитриевич, глава Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждается Лаптева Светлана Владимировна, заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по социальным вопросам Республики Татарстан. Аглиулин Ильнур Ульфатович, главный режиссер татарского национального праздника Сабантуй в Чеченской Республике. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Вице-премьер Республики Татарстан Василий Шейхразиев подчеркнул, что Сабантуй – это доказательство единства народов и духовной силы, символ веры в лучшее. Для нас очень большая радость и большая гордость, то, что мы сегодня в центре Чечни, в центре Грозного проводим наш самый любимый, долгожданный праздник Сабантуй. Мы живем дружно, мы живем комфортно, гордимся, что наша Россия всех нас объединяет через наши праздники, в том числе и через наши Сабантуи. Когда мы говорим Республика Татарстан, когда мы говорим Чеченской Республике, два братских народа всегда в разные годы шли рука об руку, и в самые нужные, в самые тяжелые годы России показывали пример, как надо объединяться вокруг нашего национального лидера, как надо объединяться вокруг наших ценностей во имя того, чтобы сохранить развитие нашей великой России, чтобы у нас был мир, чтобы у нас было полное понимание. Наши руководители, Рамзан Ахматович, Рустам Нургалиевич, личные друзья, и которые позволяют нам, как опорным субъектам Российской Федерации, объединять всех вокруг нас. Это сегодня как никогда важно, как никогда нужно. Также он зачитал приветственный адрес от раиса Татарстана Рустама Миниханова, где он подчеркнул, что татары, где бы они ни находились, с нетерпением ждут этот веселый летний праздник. Татары, где бы они ни проживали, всегда ожидают наступления Сабантуя с особым трепетом. В нем находят живое воплощение самобытности народа, уникальный колорит сложившихся веков традиций и обычаев. Сегодня этот древний праздник органично дополняется современными красками. Радужный Майдан из года в год становится местом встречи людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, способствует лучшему пониманию друг друга, культурному и духовному взаимообогащению, миру и согласию между народами. Традиционно в эти дни съезжаются родные и близкие для того,
чтобы вновь ощутить теплоту сердец, насладиться общением на родном языке. Единство семьи, единство народов, единство страны – вот это характеризует Сабантуй. Поэтому в год семьи в Российской Федерации праздник обретает особую актуальность и притягательность. Убежден, что активное участие в Сабантуе позволит всем татарам России и нашим зарубежным соплеменникам вновь подчеркнуть единство нашего народа, подарит незабываемое впечатление от дружеского общения. Пусть праздник по-прежнему наполняет нашу жизнь светом радости, добра и созидания. Сердечно желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия. Рустам Миниханов. Также были вручены госнаграды представителями татарской делегации. За большие заслуги перед татарским народом медалью Международного союза Всемирный конгресс татар награждены заместитель председателя правительства Чеченской Республики, заслуженный работник культуры Чеченской Республики Кадырова Айшат Рамзановна. Помощник главы Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Дудаев Ахмед Махмудович. Указом Раисы Республики Татарстан за существенный вклад в укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие татарской национальной культуры медалью «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» награжден почетный гражданин Чеченской Республики, член местной общественной организации национальной культурной автономии татар станицы Гребенской Шелковского муниципального района Салимгареев Шираддин Мусаевич. Распоряжением Раисы Республики Татарстан за большой вклад в укрепление мира и согласия между народами, сохранение и развитие татарской национальной культуры, активную общественную деятельность. Благодарность Раиса Республики Татарстан объявлена руководителю местной общественной организации национально-культурной автономии татар станицы Гребенской Шелковского муниципального района Хайбуллину Муслиму Ахмадовичу, члену местной общественной организации национально-культурной автономии татар станицы Гребенской Шелковского муниципального района Бектимировой Альбине Алавдиновне, члену местной общественной организации национальной культурной автономии татар станицы Гребенской Шелковского муниципального района Шабрановой Залине Гайрбековне. В рамках праздника состоялось подписание соглашения о развитии сотрудничества между нашим Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Республиканским агентством печати и массовых коммуникаций Татмедиа. Это открывает широкие возможности для совместных проектов и мероприятий. Соглашение подписано. Оно открывает возможности для развития плодотворного сотрудничества и активного взаимодействия между странами с целью успешной реализации совместных проектов и мероприятий. Гуляния продолжились до позднего вечера. На сцене выступали вокальное трио «Ямле», пели Зайнаб Фархетдинова и Айдар Сулейманов. Незабываемое шоу устроила Макка Межиева. Ритм жизни горцев показали в своем танце артисты ансамбля «Даймохк». Важность и грандиозность праздника отметил помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Приехало большое количество гостей из нашей братской республики. Сотни людей приехало во главе с вице-премьером правительства, с Василием Магаязовичем. Приехала большая делегация руководителей различных министерств, ведомств. То есть такой праздник проходит совместный с Республикой Татарстан, с Чеченской Республикой, поскольку мы братские регионы, во-первых. Во-вторых, руководители наших регионов, они накладывают на нас такую ответственность, что мы должны поддерживать эти братские отношения. Мы видим, как Рустам Нургалевич Рамзанович, они поддерживают крепкие, дружеские, братские отношения. Это, конечно, на нас накладывает определенные обязательства. Мы должны дальше вот по вертикали, по параллели, значит, по горизонтали поддерживать эти отношения. Те, кто даже просто проезжали по центру города, заглядывали из любопытства на площадку и, как правило, задерживались здесь надолго. Первый Сабантуй в Грозном собрал около 10 тысяч участников. К нему готовились 2 месяца, делится главный режиссер Ильнур Аглиулин.
Татарская делегация насчитывает более 300 человек. И сегодня мы видим, сколько здесь собралось народу, гостей, туристов. Всем очень сильно нравится. Мы больше 2 месяцев разрабатывали концепцию данного мероприятия, так как Чеченская Республика – это наш родной, братский народ, поэтому мы совместно с коллективами чеченскими делали данный праздник. Мы видим, что сегодня мы показали наши национальные традиции. Считается, что праздник появился около 1000 лет назад. Сабантуй – слово тюркского происхождения и состоит из 2 частей. Сабан – плуг, и туй – торжество. И таким образом он символизирует торжество плуга. То, что его отметили и в Грозном, подчеркивает братские отношения между 2 мусульманскими регионами. На пленительных лучах грозненского солнца Сабантуй встречает своих гостей весельем. В каждом взгляде ощущается атмосфера праздника. Сабантуй – символ единения, радости и дружбы, сближающий людей различных национальностей и культур. Любителей прикладного искусства ждало разнообразие мастер-классов, вышивка лентами, роспись гипсовых статуэток и деревянных ложек, плетение браслетов, изготовление значков, чеканка сувенирных монет, витражная роспись по стеклу. دين شلش أو وقنا أو مصا وين صحدين بو تتارش نقشي مصا زمن غوشق خز يوم التقليل هنا خلا بو غوشق خز يوم التقليل لا تنادو. Вот этот Сабантуй есть, он как раз самый такой праздник, объединяет все нации народа, где можно пообщаться, поговорить, узнать друг друга поближе. Очень приятно сегодня ознакомливаться с культурой, скажем так, вот татарского народа и с национальной кухней, и некоторыми изделиями ручной работы. Около 300 лет назад судьба привела татар на территорию современной Чеченской Республики. Сегодня они живут компактно в одном из крупных населенных пунктов Шелковского района, в станице Гребенская, принимая активное участие в общественно-политической жизни региона и сохраняя свою самобытность. Для татар, которые проживают именно в Чеченской Республике, и для Чеченской Республики общение с другими регионами Российской Федерации, именно с Татарстаном, это большой вклад для развития Чеченской Республики и для Татарстана, потому что в братстве наша сила, мы очень благодарны за такие масштабные мероприятия. Наши регионы объединены прочными дружескими, культурными и деловыми связями. Они сближают одной религией и историческими узами, а руководители субъектов нацелены на дальнейшее расширение и укрепление этих отношений. Рамзан Абуев, Аслан Ахматов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Параллельно на соседних площадках в рамках Сабантуя прошли и национальные игры, где состязались на силу, ловкость и талант. Кто оказался самым сильным, узнавал Турпал Али Тайсумов. Праздник Сабантуй – это не только яркие костюмы, песни и национальные танцевальные номера, но и спортивные состязания. На центральной площади Грозного состоялось сразу несколько дисциплин. Это распиливание бревна, богатырский молот, бег с яйцом в ложке и другие. Все они привлекли внимание жителей столицы субъекта, пожелавшие принять участие. Однако главным испытанием стала национальная борьба на поясах. На празднике Сабантуй очень много интересного. Пока одни перекусывают и пьют прохладительные напитки, другие занимаются борьбой национальной в татарском стиле, ношением яйца в ложке и перетягиванием на силу. Это все показывает, что здесь народное творчество весьма интересное, полезное, и веселья хватает всем и каждому. Причем как детям и подросткам, так и людям старшего поколения. Это все объединяет 2 великих народа, которые на протяжении многих лет только укрепляют свое сотрудничество и дружбу. Помощник главы Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев вместе с вице-премьером Республики Татарстан, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василием Шейхразиевым осмотрели соревновательные площадки. Игры одинаково понравились всем гостям.
Всего праздник привлек внимание до 10 тысяч человек. По словам организаторов, им отрадно, что так много людей хотят узнать побольше о традициях, культуре и спортивных забавах братского татарского народа. С Чечней смогли нашим традиционным праздником познакомиться и очень достойно представили свои коллективы. Это вот именно то, что делиться своими культурами, своими традициями, это очень хорошее, большое начинание, которое мы сегодня сделали здесь. Я думаю, такая сабантуйная дипломатия, она самый прекрасный способ узнать лучше друг друга, общаться друг с другом и укреплять нашу дружбу. По результатам борьбы на поясах Кореш определились победители в 3 весовых категориях. В одной из них до 110 килограмм верх одержал Эми Асхабов. В качестве приза он получил квадроцикл и барана. Взвалив его на плечи, он сделал круг почета, показывая силу духа. Узбекистан на поясах Латвии. Прочие призеры также стали обладателями денежных сертификатов на различные суммы. В завершении дня артисты чеченской и татарской эстрады исполнили национальные песни и танцевальные номера. Это все еще один значительный шаг в укреплении отношений между двумя субъектами. Турпа Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. Завершился праздник Сабантуй для гостей торжественным ужином. На берегу Грозненского моря для участников организовали мероприятие, насыщенную концертной программой и народными танцами, в которых смог поучаствовать любой желающий. Подробнее Адам Магомедов. Участники Сабантуя завершили свой праздничный вечер в ресторане «Парус», который находится у живописного Грозненского моря. Здесь гости смогли насладиться видом и пофотографироваться. У всех отличное настроение. Дружелюбный очень город нас встретил, очень дружелюбный народ. Мы с большой благодарностью говорим вам спасибо. Я первый раз в Грозном. Мне очень понравилось. Приняли нас очень гостеприимно, гостеприимный народ. Поражены вашим городом, вашим гостеприимством, и поэтому мы хотим к вам еще раз попасть. В зале их ожидали накрытые столы, где они смогли попробовать вкусные блюда. В основном ассортимент состоял из национальной чеченской кухни. Сопровождалось застолье масштабной концертной программой. Известные артисты исполнили композиции самых разных жанров. Кроме того, для гостей выступили и народные творческие коллективы. Каждое выступление сопровождалось громкими овациями. Плавно вечер перешел к официальной части. Помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации поприветствовал всех гостей, поблагодарил за организацию такого насыщенного праздника, который посетило до 10 тысяч человек, а также подчеркнул важность межнациональной дружбы. У нас на протяжении более 20 лет в регионе не зафиксирован ни один конфликтный инцидент на почве межнациональной и межконфессиональной розни. Это заслуга нашего первого президента, нашего национального лидера Ахмад Хаджи Кадырова. Он заложил для нас прочный фундамент, он дал нам вектор, направление, проложил для нас путь, по которому мы сегодня идем под предводительством нашего главы республики Рамзана Ивановича Кадырова. Этот путь, он гласит нам налаживать горизонтальные связи со всеми национальностями, тем более с нашими братьями, сестрами из Татарстана. Ахмед Дудаев передал заместителю премьер-министра Республики Татарстан и членам делегации символичные подарки. Василь Шайхардиев выразил сожаление об окончании такого праздничного дня, но при этом подчеркнул, что заканчивается он на очень яркой и позитивной ноте. А сам Сабантуй в Грозном стал настолько громким событием, что на него специально приехали гости из других регионов России. Не устаю сказать, конечно, огромные слова благодарности главе Чеченской Республики, высшему должностному лицу Рамзану Ахматовичу. Когда первично мы к нему обратились, он сразу сказал: Татарстан, Рустам Нургалеевич, Сабантуй будет общий, берете самое привлекательное, самое хорошее место, которое только можно найти. И вот мы остановились на центральной площади и не ошиблись, какое количество людей
как пришли, как отдыхали, и субханаллах, альхамдуллах, и Аллах нам помог с погодой. Все было очень здорово. Памятными подарками Всемирного конгресса татар наградили главу администрации Шилковского муниципального района Альбека Бугаева и руководителя представительства главы Чеченской Республики в Татарстане Асламбека Бердукаева. За большой вклад в дело духовного развития татарского народа, взаимного обогащения национальных культур, укрепления межнациональной дружбы, благодарственными письмами Всемирного конгресса татар наградили сотрудников Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации и членов татарского общества в Чеченской Республике. Член татарского общества Абдулгаджиева Кабаш Абакаровна. Продолжилось мероприятие насыщенной концертной программой и народными танцами, в которых смог поучаствовать любой желающий. Еще в начале 2000-х между Чеченской Республикой и Татарстаном было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое укрепило связь между субъектами и помогает им активно совершенствоваться. Помимо этого, татары, в настоящее время проживающие в одном из крупных населенных пунктов Шилковского района Чеченской Республики, станицы Гребенская, принимают самое активное участие в политической жизни региона. Адам Магомедов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В селении Деньги-Юрт прошло мероприятие, посвященное 230-летию Байсангура Биноевского. Подвиги чеченского полководца чтут и прославляют по сей день. Материал с места событий подготовила Медина Мударова. Байсангур Биноевский – это символ чести, мужества и преданности своему народу. И все это примеры, достойные подражания для подрастающего поколения. Один из ярких представителей чеченского народа, Байсангур появился на свет в старинном селении Биное Нажаюртовского района. Именно здесь, на его родине, в Доме культуры селения Деньги-Юрт, и провели научный симпозиум, посвященный 230-летию героя. Роль Байсангура Биноевского в национально-освободительном движении XIX века. Онаху, политику, темлову, вой есях, волшуя, вой есях виснухай. Он дальше, беной босхар эльче, вой темлой, темло вуоли халга цюна сурт хаут война, шолш деряха цюна 8 докладов были посвящены жизнедеятельности героя. Их зачитали академики наук, научно-творческая интеллигенция, а также краеведы и историки. Это не просто рассказы о исторической личности, а возможность вдохновить молодое поколение, показать им примеры настоящей чести и достоинства, а также лучших качествах истинного чеченца. Нохчил бо хухал осбойс хричерк, нохчил лиц до штупи мэр хлардвина хлари, да он хлария, да яхюх бо что доши, ишадир шет сунсани боцан турбалях боцан турбу хочем гаха, ишадир ше гулде дела, шад сандел дол дош, вот дыштирцевала, ожили ваны из. Среди присутствующих жители селения Деньги-Юрт, в их числе и школьники 9-11 классов. Заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Гайб Берсунукаев рассказал о важности подобных лекций и дал наставления подрастающему поколению. Окта, квелла нёрно шмах истории, сол лок истории, да, ой ночь не да, история квелла, у юра шок лег что. Самхена, хозяин дочка, на хасан барахил биршо. Вот, ой даешь лилинчана, так, шо тарна, шо договор шму, юцаха, шо договор сенхилала серлонга. Дижли, так хан, что он тях дойлох или эркшо.
В завершении спикеры еще раз подчеркнули важность патриотизма. Узнавая о жизни и подвигах героев, молодые люди должны брать с них пример, а также любить свою родину. Мы осветили все стороны жизнедеятельности Байсенгура Биновского, при этом мы подчеркнули, что в памяти чеченского народа Байсенгур Биновский остался на всю жизнь. Вспомнили о том, что указом главы Чеченской Республики один из районов города Грозного назван имени Байсенгура Биновского, это Байсенгуровский район. Здесь было отмечено также, что мы неоднократно об этом говорили, что по настоянию главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, создан батальон имени Байсенгура Биновского в составе Росгвардии России. Лекция о таких значимых вещах – это важный шаг в воспитании молодого поколения, способного защищать свое отечество и сохранять память о героях прошлого. Мизина Мударова, Сейдамин Мусаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В аэропорту Грозного торжественно встретили миллионного туриста. Для гостей организовали теплый прием с национальным колоритом. Валентина Гусевская подробнее. Каждый день аэропорт Грозного радушно встречает сотни туристов, готовых начать свое увлекательное путешествие по Чеченской Республике. И с каждым годом желающих познакомиться с культурой региона все больше. В этот раз встреча гостей в аэропорту столицы Чеченской Республики была особенно торжественной. Кирилл Иванов стал миллионным туристом региона. Он приехал со своей супругой Леей. Сразу с трапа самолета их угостили традиционными чеченскими блюдами и исполнили национальные танцы. Затем гости разрезали торт с символической цифрой. Миллионный турист определялся по официальному сайту Росстата ЕМИС. Учитывались отдыхающие, которые провели в Чеченской Республике от 1 дня и более. Нам рассказывают, что здесь красиво, вот и мы решили приехать на пару дней отдохнуть. Еще не совсем поняли, как-то очень много всего, не ожидали, но очень красиво. У меня просто слов нет, это настолько масштабно, настолько красиво, неожиданно, вообще просто обалдеть. Министерство Чеченской Республики по туризму организовало для победителей 3-дневную программу с персональным гидом. С ним они познакомились сразу в аэропорту. Им проведут экскурсию по городу, организуют поход в горы и на озеро Кизиной-Ам. В нашу столицу прибыл миллионный турист. Как оказалось, он не один, а со своей супругой. Мы проанализировали все данные с 2013 года, и именно на этот год выпало посещение миллионного туриста. Мы поздравляем эту замечательную пару, и для этих специальных и важных гостей мы разработали специальную и очень интересную программу. Сегодня вместе с ними мы посетили нашу столицу, мы показали им как культурные объекты, так и другие туристические объекты. Вместе с ними посетили Сабантуй, который впервые организуется в нашей столице, а уже завтра и послезавтра мы покажем им красоты всей нашей республики. Мы очень рады каждому гостю. Добро пожаловать в Чеченскую Республику. В республике зарегистрировано 7 туроператоров и разработано 175 туристско-экскурсионных маршрутов. Наибольшим интересом пользуется мечеть «Сердце Чечни», высокогорное озеро Кизиной-Ам, курорт Ведучи, Аргунское ущелье и музыкальный фонтан на Грозненском море. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Чеченская государственная филармония имени Шахбулатова прошел 5-й ежегодный благотворительный фестиваль. Гостями мультконцерта «Союз мультфильм» стали дети военнослужащих и мобилизованных граждан, участников специальной военной операции. Просмотр мультфильмов на большом экране в сопровождении живой музыки глубоко погрузил в сюжет и открыл новые грани любимых мультфильмов. Благотворительный концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и прошел еще в 9 городах России. Я никогда не была на таком концерте, он мне очень понравился. Мне больше всего песня понравилась «Чебурашка», она интересная и веселая. Мне очень понравилось. Мне песенка больше всего понравилась «Чебурашка». Я хотела бы еще раз на таком концерте. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.